Реабилитация водоема позволит восстановить экологическое состояние водного объекта и обеспечит благоприятные условия среды обитания животного мира. И рыбку поудить, и книжку почитать. В Карабулаке реставрируют обширную зону отдыха – местный пруд. На газ надейся, сам не оплошаем. Эксплуатацию технического оборудования проверяют в жилых помещениях региона. Ни минуты покоя. Замкнутый круг коммунальных проблем высотных домов при въезде в Магаз требует решения. Там ведь люди живут. Награждается победитель Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны в Северокавказском федеральном округе. Проект «Историческая память в действии» сотни музеев по стране обратили внимание на себя. Среди них и хранилище в Ингушетии. В плане доступности эти технологии нам сегодня доступны как никогда. Школа IT-технологий. Образовательный семинар прошел в Национальной библиотеке в Суже. Это новости 24. 14,5 гектаров живописной зоны отдыха вскоре будет в распоряжении жителей региона. В Карабулаке продолжаются работы по реабилитации местного пруда. Это делают в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Сейчас строители подрядной организации готовят берегоукрепительные конструкции. К чистке водоема приступили еще летом этого года. Ну а когда планируют завершить, расскажет Микаил Тангиев. КАМАЗы разгружают песчано-гравийную смесь, а следом бульдозер равняет основание вокруг водоема. Уже который месяц здесь идет масштабная реабилитация с благоустройством прилегающей территории. Место ловли рыбы для рыбаков, зона для купания, парк для прогулки с магазинчиками и многое другое. Для города этот объект имеет особое значение, отмечают представители администрации. В ближайшие перспективы мы планируем на 18 гектаров, которые у нас предназначены под размещение парка, проект планировки и межевания территорий. На этой территории будут разные развлекательные аттракционы и тому подобное. Урысхан Барханоев вырос здесь. С самого детства летом они с друзьями чуть ли не каждый день приходили на местный пруд, чтобы весело провести время. Узнав, что водоем приведут в порядок и создадут условия для отдыха, как и все жители, он был несказанно рад. Охотник рыболов ягаш, группе Куин Хаяус, царь 20 малек чахицаевус. Юждауэр вуз хавен, цу благодарность благодарность от жителей города Волицу. С тех пор, как взялись за реабилитацию пруда, здесь проделали огромный фронт очистительных работ. Со дна подняли 142 тысячи кубометров илистого грунта. При поддержке волонтеров с территории водоема собрали весь строительный и бытовой мусор. Сейчас здесь заняты укреплением откосов при помощи специальной георешетки. Также завершены работы по устройству щебенки. Щебенка устраивается ниже зеркала воды, чтобы он не вымывало, иначе землю оттуда вымоет. Выше будет устраиваться слой растительного грунта, после чего будет биологический этап. Мы будем высаживать кустарники скумпию, и многолетние травы будут посажены. Карабулакский пруд общей площадью 14,5 гектаров является визитной карточкой города. Реабилитация водоема проводится в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Согласно плану, все работы должны завершить в конце этого года. Как мы видим, подрядчик идет с опережением. Дело в том, что реабилитация экологическая и выемка донных отложений в общей сложности 142 тысячи кубов с участием земснаряда была произведена. Работа также сопровождается строительной организацией строительного контроля. Все работы идут в рамках закона.
Пруд в Карабулаке – это излюбленное место отдыха жителей и гостей города, центр притяжения местных и иногородних рыбаков. Здесь не раз проводились региональные соревнования по рыбной ловле, так как водоем изобилует своей богатой флорой и фауной. Карабулакский пруд славится в Ингушетии самым большим биологическим разнообразием. В нем обитают белый амур, судак, зеркальный карп, сазан, карась и окунь. К слову, два вида, щука и буфало, встречаются в республике только в Карабулакском пруду. Реабилитация водоема позволит восстановить экологическое состояние водного объекта и обеспечит благоприятные условия среды обитания животного мира. Михаил Тангеев, Адам Далаков, Новости 24. Коммунальное благо, обращаться с которым надо крайне бережно. Неисправное внутридомовое газовое оборудование или нарушение правил его эксплуатации все чаще ведет к разного рода ЧП. Обеспечить надлежащее техническое состояние приборов – это обязанность домовладельцев. Только так можно предупредить трагедию, уверены сотрудники газовой службы. Уже традиционно перед началом отопительного сезона они проводят рейды. Продолжение в сюжете. Этот дом по улице Нагорная первый в списке у газовиков на проверку технического состояния газовых приборов. Специалисты не выявили здесь ни одного нарушения. Котел в исправном состоянии, в соответствии со всеми нормами безопасности эксплуатации. Чего нельзя сказать про следующего адресата. Должна быть чуть больше форточка откидная. Но здесь она маленькая. И должна быть вытяжка обязательно в кухонном помещении, где установлена плита. Вытяжка должна быть обязательно. Желательно чуть-чуть помещение, где установлено газовое оборудование, чуть-чуть увеличить. Чем это чревато и к каким последствиям может привести несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования? Хозяйки разъясняют специалисты. Напоминают, утечка газа может быть из крана опуска, а своевременное техобслуживание позволяет избежать аварийных ситуаций. Ведь нередки случаи взрыва газа. Пенсионерка признается, об этих недочетах знала и ранее. Просто никак руки не доходили. Женщина заверила, что исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Рисковать она не собирается, ведь проживает здесь с 8 внуками. Даже таких убедительных обещаний специалистам недостаточно. Все нарушения они фиксируют и составляют предписания. На все про все неделя. В противном случае специалисты в ходе повторной проверки будут вынуждены отключить абонента от газоснабжения. Впрочем, сегодня выписать такие акты газовикам пришлось немало. Почти в каждом доме сталкивались с нарушениями. Почти в каждом домовладении, где мы находились, вы выявили нарушения. Обычные нарушения – это газопотребляющее оборудование подключены резиновыми или водными шлангами. Такие шланговые соединения мы сразу оборудование отключаем, даем предписание, чтобы они устранили нарушения. Просим людей, чтобы они не соединяли свои газопотребляющие оборудование резиновыми шлангами, чтобы они законно все металлической трубой сделали. Проверка газового оборудования проводится по плану ежегодно, перед началом отопительного сезона. С началом этого года в Назрановском районе комиссия проверила на предмет утечки газа около 1400 домов. А в случае, когда абонент препятствует этому, поставщик вправе отключить его от сети. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Магомед Белокеев, Новости 24. 18-этажки, сиротливо стоящие при въезде в столицу региона, так и не оправились после своего неблагополучного строительства. До сих пор в щелях ветер, лифты работают с перебоями, подвалы не просыхают. Дома, предназначенные для молодых семей и детей, нуждающихся в попечительстве, давно обжиты. Но уюта как не было, так и нет. Проблема также и в самом статусе зданий. Они до сих пор официально не введены в эксплуатацию. Диана Дударова подробно об этом. О проблемах этой 18-этажки наслышана уже вся республика. В любое время года жителям высотки приходится сталкиваться с различными затруднениями. Летом насосы не справляются с подачей воды, зимой не отапливаются квартиры, а вот вопрос затопленных подвалов решается круглогодично. Сырость, неприятный запах, мусор и постоянные порывы труб. Со всем этим жильцам высоток приходится справляться собственными силами. Собирали деньги, нанимали рабочих, а где возможно, сами устраняли проблемы. Одна из таких активных жильцов и Мария Маздоева. Жители
Таю гянкиш акыл бяли сваркихун. Такир должен опять юхлел. Хазду каюачиш хун тая яриш. Юх опять чалаштина хун. Жители уже не знают, как и кому еще бить тревогу. Устранять порывы порядком устали. Смысла все равно нет, сети нуждаются в замене. Это подтверждают и представители местной администрации. Мы латаем, от порыва открывается. Мы латаем, и от порыва открывается. Да. Причины, я точно не могу сказать, но, скорее всего, использование некондиционного строительного материала, конкретно труб. Хоть дома территориально находятся в Насыркорте, на балансе у муниципалитета не состоят. Тем не менее, местные власти периодически помогают в решении проблем жильцов 18-этажки. Выкраиваем деньги из статей, отпущено на наше благоустройство округа, Насыркорского округа. И очень часто из своего кармана выкладывает деньги глава администрации. Напрашивается вопрос, почему жильцы не создадут ТСЖ или не наймут управляющую компанию. Дело в том, что это пока не позволяет законы. Дома официально не введены в эксплуатацию, их статус не определен. Отвечает за них Министерство образования, но высотки пока не приняли на баланс по непонятным причинам. Однако люди сюда давно заселились и продолжают обживать. Мы постоянно ведем тяжбу и с Минобром, и с Министерством строительства, поскольку действительно статус АБ домов не определен. Город Назрань на свой баланс эти дома не принимал. И мы, я как сказал, в силу территориальной принадлежности ведем эту работу. На этом проблемы не заканчиваются. Они каждый год только накапливаются. Вечно неработающий лифт – головная боль жителей верхних этажей. Лифтеры сюда наведываются ежемесячно. В 3-м подъезде лифт отремонтировали совсем недавно. На это ушло 20 тысяч. Средства выделил один из жильцов. А этот витраж – угроза как для детей, так и для взрослых. Разбитые весной после ураганного ветра стекла так и не заменили. С тех пор и стоят, шатаясь. Жители кое-как закрепили витраж подручными средствами, а зимой все будет продувать без стеклопакетов. Администрация дахат, мэрия дахат, магаси, уахмаснадашт, уахкяхтаждан туах. يتواير ديزر تخنجوا بيرج دتخك أو ليلش تا وتحددوا بيرج تون تا بس الناس تيتاج لقيت إيرحون يفيتراجحون إيجي جلاتخ يريجي لقي الحالة والوجه أير بونس تيرشي خايت. Благо, мусор вывозят вовремя. На регионального оператора жильцы не жалуются. Правда, первые после уборщиков здесь лошади. Они наводят свой порядок. Суббота, воскресенье, мусит хер мусор. Здесь аштяха, ну хака, троист идеалчи, шалаштина, горыш, ярик бехи, метик бехитха. تخديخر دار جورج ليل جواسجيك جورج تخدوش على حماخيت или талехки сахамди алр дихр дартха. Все, о чем мечтают жители, это стать собственниками квартир, в которых проживают. Всех этих вопросов сегодня могло и не быть, если компетентные органы надлежащим образом провели бы организационные работы по передаче в собственность фактически уже переданных жильцам помещений. Когда и кем решатся проблемы многоэтажек, неизвестно. Пока все ответственные стороны только перекладывают вину друг на друга. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов реализует в фонде соцстрахования. Она призвана облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, еще 2 семьям вручили высокотехнологичные инвалидные коляски. Ясет Барахоева получила медицинский инвентарь для своего родственника. Он не может ходить. И такой подарок для него просто жизненно необходим. Мы ее ждали долго, эту коляску. Я надеюсь, что наш пациент будет доволен этой коляской. Самым лучшим. Всего на учете в региональном отделении фонда стоит более 3000 человек с ограниченными возможностями здоровья. В рамках различных программ фондом соцстрахования также выделяются средства технической реабилитации для особенных людей, начиная от слуховых аппаратов и заканчивая колясками. За этот год в пользу граждан были выделены 50 колясок ДЦП для детей, больных детским церебральным параличом фирмы «Оттабок». И также 100 колясок той же фирмы «Оттабок» были уже выделены. Также ожидается, что мы до конца года постараемся предоставить еще такие же коляски нуждающимся.
Наконец-то не придется месить грязь. В Насыркорте на улице Бульварная реконструируют дорогу. Об этом очень просили местные жители. Преобразование финансирует городской бюджет. Работу планируют закончить через несколько дней, затем возьмутся за освещение. Репортаж Хавы Газиковой. Строительство новой дороги длиной 1200 метров по улице Бульварная начали накануне. Денежные средства выделены из городского бюджета в размере 7 миллионов рублей. Сейчас тут трудится около 20 человек. На Бульварной сегодня праздник. Этого благоустройства жители ждали давно. Отправлять детей в школу или в детский сад, ездить за покупками в город. Все это, казалось бы, мелочи, но приносили массу неудобств из-за грязи и слякоти. أسفل بوبيان تختيش داسر توتام بعض بين أسفل أبو بس يتر خانة غدا هذا خص خيتش ده خص أسفل بو الله رياض خال يردق دي غاشن قحي غاشن. Как заявляет глава администрации Насыркорта, обращения от жителей они получали еще в прошлом году, да только не смогли провести реконструкцию дороги из-за бюджетного плана. Мы на сегодняшний день не смогли уложить 200 метров. И эти 200 метров мы запланировали на будущий год. В начале года, как будет хорошая погода, уложим за счет будущего бюджета. А инициатором благоустройства стал член общественного совета Насыркорта Юнус Балаев. Он сам живет на Бульварной, поэтому решить проблему для него больше было даже не служебным, а личным вопросом. Подписи повезли, отдали письмо. ИСА принял письмо, действительно сказал, если у нас получится по бюджету, если у нас деньги получится, мы асфальт положим. Действительно, улица нуждается в асфальте, будем ложить асфальт. Мы заложили бюджет, разыграли тендер, выиграли. И в конце концов сегодня нам положили асфальт. Завершат реконструкцию дороги буквально на днях. Затем планируют провести освещение по всей улице. Хава Газикова, Хамзат Халухоев. Новости 24. В России находится более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения. Каждый второй из них требует срочного капремонта. На это нацелен проект единороссов «Историческая память». Сейчас активно обновляют школьные краеведческие музеи. Объекты для восстановления выбрали и в Ингушетии. Тамара Хашагульгова расскажет. Почетные грамоты, благодарности и заслуженные награды для Сунжинской 3-й и Нестеровской 4-й школ – это приятный сюрприз. В учебных заведениях усердно работали над созданием экспозиций и по крупицам собирали материал для своих музеев. Именно такой подход к своей работе и привел к наградам. Дипломом 3-й степени награждается победитель Всероссийского конкурса партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» в Северокавказском федеральном округе. Али Хамхоев руководит музеем боевой и трудовой славы 3-й Нестеровской школы больше года. И кто бы мог подумать, говорит Али, что уже через год их музей станет одним из лучших не только в Ингушетии. Диплом 3-й степени и сертификат на 200 тысяч рублей как стимул работать лучше. Неотъемлемая часть нашей истории, сохранение памяти, именно исторической памяти для подрастающего поколения среди учащихся. Наш музей функционирует не так давно, с 1 апреля 2019 года. Средства будут направлены на пополнение фонда музея, на приобретение экспонатов. Полевые сумки, военные каски и солдатские фляги. В их музее собраны экспонаты, свидетельствующие о великом подвиге народа и выходцев из сельского поселения. Фонд пополняли, что называется, всем миром. Школьники, педагоги и жители приносили экспонаты из запыленных чуланов, даже не догадываясь об их ценности и значимости. На сегодняшний день насчитывается более 100 экспонатов. Самая неотъемлемая часть нашего музея – это имена тех участников Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт, и, то есть жили и ушли на фронт именно с нашего села. В конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной в этом году приняли участие более 3000 школ из всех округов страны. Проходило состязание в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Каждое учебное заведение должно было подготовить презентацию, рассказывающую о музее. В итоге в финал попали 148 из них. Это победители регионального этапа, в числе которых и 2 ингушских музея. Наши музеи вышли на 3-е место по Северо-Кавказскому федеральному округу. Надо отметить, что это очень хороший результат.
Это не по республике, это по Северному Кавказу. Это среди тысячи школ, которые участвовали в этом конкурсе. В планах у призеров развивать идеи музея и продолжать начатую работу, чтобы в следующем году точно вырвать победу. Тамара Хшагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Ингушетию приедут делегации 3 регионов для развития сотрудничества в сфере туризма. Совместно с грантополучателем Комитет по делам молодежи будут реализовывать проект форума «Машук», главной целью которого является налаживание моста туристической дружбы. Туристы смогут узнать о национальных ремеслах Ингушей и поучаствовать в мастер-классах. Ну а всего в республику приедут около 30 человек, работающих в сфере турагентства и турфирм, а также представители молодежи, которые прямо или косвенно связаны с туристической отраслью. Из Курской, Белгородской и Рязанской областей в рамках проекта делегации из Ингушетии также отправятся в эти регионы. В этом году мы решили немного изменить проект, увеличить его масштабы, то есть количество регионов охвата. Также обратились за поддержкой Комитет по туризму Республики Ингушетия. И одной из дополнительных таких задач проекта, кроме налаживания межнациональных связей, знакомства с культурой, также стало развитие внутреннего туризма. То есть ребята уже идут из туробласти и уже могут знакомиться с нашим регионом и со стороны именно как отправить к нам туристов, которые смогут стать гостями региона. Делегации в основном это будут представители, руководители различных проектов. К примеру, это будут ребята, наши народные умельцы, ремесленники от Ассоциации ремесленников, которые проведут на месте мастер-классы. Это будут представители студии танцев «Ритмы гор». Будем показывать и проводить мастер-класс по лезгинке. Наша совместная работа с командой проекта «Мосты гор» сейчас идет интенсивными темпами, поскольку мы уже взаимодействуем с нашими отраслевыми туристическими коллегами из Курской и Белгородской областей. Мы уже понимаем, сколько количество делегатов у нас сформировано. И действительно, надо отдать должное, проект очень заинтересовал наших коллег из других регионов, особенно из Белгородской области. У них сейчас уже сформирована делегация, и Курская область уже тоже формирует делегацию. Осталось еще набрать несколько человек. IT-глобализация, уникальные возможности развития личности и преимущества перед традиционным консервативным поиском информации. Образовательный семинар на эту тему организовали и провели в Национальной библиотеке Ингушетии. Лекция в рамках проекта «Школа IT-технологий» представляла собой живое общение с аудиторией. В мир информатизации погрузилась на время Диана Дударова. Сегодня сложно представить мир без информационных технологий. Сбор и анализ статистики, быстрая передача информации привели к качественным изменениям почти в каждой отрасли. Автоматизация на производстве, электронный документооборот, дистанционное образование – это яркие примеры повсеместного внедрения IT-технологий. А вместе с этим каждый день растет потребность в программистах и айтишниках. О роли информационных технологий в профессиональной деятельности и о будущем IT-индустрии в стенах Национальной библиотеки подробно рассказывает Руслан Костоев. А если ваш проект получится идеальным, то деньги к нему придут. В сферу IT-технологий молодой человек окунулся еще 15 лет назад. Он разработчик интерактивных приложений и компьютерных игр. Сегодня в окружении живых носителей информации погружает слушателей лекций в мир информатизации. Рассказывает о главном преимуществе IT-индустрии. Она не привязывает людей к одному месту, и человек, находясь здесь, может одновременно работать с людьми в разных концах планеты. Наша молодежь и рада пойти в этом направлении. Очень много. Останавливают, как правило, наверное, сейчас что-то такое сильное скажу, что у нас не принято, но постараюсь мягко сказать, останавливают наши родители-консерваторы. Они говоря по-ингушски, да-да, кстурлик, иди нормальную профессию освой и учись всю жизнь горбатиться на какого-нибудь дядю и ждать зарплату до следующей зарплаты. Когда ты мог сам быть дядей и создавать деньги, а не зарабатывать их. Создавать рабочие места не только для себя, но и для всего остального мира.
Руслан Костоев рассказывает о перспективах этой отрасли. Подчеркивает, что еще немного и IT-технологии вытеснят ряд рабочих профессий. Только потому, что вместо людей эти функции будут выполнять роботы и техника. IT-специалист – профессия будущего. В мире уже практически нет отрасли, которая обходится без информационных технологий. Владение ими или умение обращаться с тем же компьютером – одно из главных условий при приеме на работу. Чуть ли не в каждом доме есть компьютер. Чуть ли не у каждого человека есть сложный смартфон, а это тот же компьютер. 15 лет назад мой компьютер, например, который я помню, был слабее, чем мой телефон, который у меня сейчас в кармане умещается. В плане доступности эти технологии нам сегодня доступны как никогда. В плане понимания знаний мы потенциально предрасположены к этому, наверное, не хуже, если не лучше остальных. Лекция-семинар проходит в рамках проекта «Школа IT-технологий». Его разработала Национальная библиотека Ингушетии. Главная цель – донести важность информационных технологий в современной жизни. Участники сегодняшней встречи – представители разных возрастных категорий. Здесь есть студенты информационного направления и те, кто только планирует связать свою жизнь с программированием и IT. А вот Амир Богатырев об этом уже знает немало. Он преподает дисциплину документационное обеспечение управления в колледже. Тем не менее, массу пользы и новой информации из сегодняшней встречи извлек. ДО подразумевает под собой работу с документами. И, безусловно, это опять же переход не на традиционную форму, это переходит именно на информатизацию. То есть все документы, оформление, да, через компьютер, там, остов, все такое, но в основном то, что идет в дальнейшем в архив. Поэтому сегодня, еще раз повторюсь, все, что было сегодня озвучено, для себя я узнал на самом деле очень много. И на самом деле мысли лектора, они были очень глубокими, поэтому, опять же, я очень надеюсь, что весь цикл будет продолжать именно он, и если это будет проходить, ну, как сегодня в Национальной библиотеке, то, безусловно, те студенты, которые сегодня были, и, скорее всего, еще и новые, мы будем посещать весь курс лекций. В Национальной библиотеке в рамках проекта «Школа IT-технологий» планируют провести еще не один такой семинар. Посетить их могут все желающие бесплатно. Мы планируем проведение различных мастер-классов, презентаций и, конечно же, цель наша – это максимальная обратная связь с лектором, чтобы студенты могли получить максимум пользы. Сегодня Ингушетия только начинает свое развитие в сфере IT. Лектор убежден в наличии потенциала у ингушской молодежи, но мешают и другие факторы, а именно недооценивание серьезности информационных технологий. Участники, в свою очередь, не упускают возможность задать интересующие вопросы. Один из самых актуальных – что лучше, традиционное образование или обучение с использованием IT-технологий? IT-образование не отменяет традиционное образование. Это надо понимать правильно. IT-образование – это помощь в традиционном образовании. Нет такой идеальной кнопки, которая все знания вам засунет в голову. Вы должны работать над собой. Это главное правило. Но как работать? По старинке, закопавшись в библиотеке среди книг, или же собрав все эти книги на одном устройстве. В рамках проекта Национальной библиотеки Руслан Костоев планирует провести еще 2 образовательных семинара. Их посвятят уже более узкому направлению. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Состав сборной России на предстоящие матчи Лиги наций определен. В футбольную дружину страны включены и ингушские футболисты Зелимхан Бакаев и Магомед Аздоев. 11 октября национальная команда примет Турцию, а 14 встретится на своем поле с Венгрией. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со Швецией 8 октября. Следите за новостями на канале Ингушетии.